Итак, у нас начинается крайняя проверка весенних продольников на этом участке во время весновки, потому что независимо от результата, какой бы результат ни был, все равно я их подниму. Во-первых, поднимается уровень воды, во-вторых, мы завтра собираемся выезжать с весновки уже, в-третьих, продольники рыбу уже половили здесь, в-четвертых, мелкие черви остались, их очень долго и муторно насаживать. В-пятых, на продольнике можно порыбачить также будет возле нашей деревни, без особых затрат бензина на поездку и все такое. Так что половили они, покормили, было 4 крупных налима, были сходы, были язи, были хариус, был сиг поначалу, все было. Огромное спасибо Печоре за рыбу. И теперь смотрим, что у нас попалось напоследок. Поехали. Поехали, 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 поехали. Будем поднимать. Так, наверное, куда-то пока сюда, наверное, чтобы не мешалось. Чехол забыл. Это на всякий случай, вдруг утка налетит или еще что-нибудь. Бывает и такое. Это сюда, это туда, это сюда. Вроде как-то вот так. Поехали. Смотрим. Вон сколько мусора плывет. Когда вода падает, такого мусора нет. Это при подъеме воды все засыпает. Натяжка вроде бы есть. Что-то есть. Что-то кто-то. Похож на харю. Нет, язычек. Раз. И все, и там 2 ерша. Первый продольник пустым никогда не был. То 3, то 4. Вроде бы выстрел был. Романа оставил в шалаше. Пусть караулит уток. Днем бывает тоже подсаживается неплохо. О, добивает мало отца Ромашка. Оставил ему 5-зарядочку. А то говорит: пап, у тебя двухстволка ни хрена не лупит. Сейчас возле палатки сидела парочка широконосок. На открытую, прямо в открытую, как стоя. Они даже... О, 3-й раз выстрелил. Они даже не боятся. Подпустили метров на 40. Самка взлетела, улетела. Последним взлетел самец. Я в лед, бац. Он упасть-то упал. Но потом быстро-быстро заныкался в кусты. Разделся без трусов. Пытался залезть в воду. Залез, короче, по пояс где-то. Дальше все глубже и глубже, шиповник, кусты, все такое. В общем, бросил. Потом попробуем на резинке поискать. Может быть, найдем. Так. Ну, в общем, друзья, вот сюда сматываем продольник. Все поднимаем, все убираем. И пойдем потихоньку вниз по течению поднимать все оставшиеся продольники. Походу, еще один продольник утонул. Или унесло куда-то. А может быть, унесло вон туда. Вон в кустах там видно бутылка. При подъеме воды, быстром подъеме воды, лучше продольниками не заниматься. Неблагодарно это дело. Очень много теряется продольников. Или надо иметь огромный запас веревки. С одной стороны, это тоже очень неудобно при маленькой воде. Потому что может, скажем, рыба подняться и запутаться об основную, когда она далеко вдоль продольника. Надо 4 метра. Ну, смотря какие глубины, в каком водоеме. Вот 4 метра. Ну, максимум 5 метров. Если длиннее, тоже неудобно.
короче, вон, как вы видите, при подъеме воды продольники теряются. Так, ну что там у нас? О, все запутано. Рыба была, рыба запутала, рыба ушла. Вон какая вот белиберда получилась. Ну, короче, фигня полная. Все поднимаем без какого-нибудь сожаления. Все поднимаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, друзья, смотрите, какая картина. Раз продольник, два продольник, три продольник, 4 продольник, 5 продольников в одном месте. Это вот эти, там-то она должна быть, а вот эти раз, два, три, 4 снесло все в одну кучу. Это, скорее всего, проплыло или бревно, или коряга, или хрен его знает что. Я боюсь предположить даже, что там сейчас творится. Это, скорее всего, куча оборванных крючков. Глубина здесь порядочная. Куча просто обломанных крючков, оторванных. И куча перепутанных продольников. Это 100%. Блин. Еще и не хочет встать как надо. Я боюсь даже предположить, что там творится. Такая вот беда бывает при подъеме воды. Там, в принципе, я знал, что так будет. Можно было позавчера уже продольники снять, когда вода поперла. Но я в глубине души надеялся, что все-таки вода остановится и пойдет у нас спад. Наивный. Вода прет и прет. Уже дошла почти до палатки, так что, скорее всего, сегодня придется и палатку собирать. Иначе и палатка утонет. Утонуть она не утонет, она привязана, но намокнет, что весьма нежелательно. Зачем? Так, вот так. Чего и требовалось ожидать. Продольник зацеплен. О, отцепился. Опять зацепился. Отцепился. Все. Так, тебя пока поднимать не будем, чтобы удобнее было мотать. Так, ладно, так пока оставим. Да, стой, ты, говорю. Главное, груз на месте. Вот, конечно, все крючки мы поменяем. Это не вопрос. Это может быть даже и к лучшему, а то некоторые крючки старые. Я все экономлю, не меняю. Теперь-то уже придется поменять. Ну а те я даже снимать не буду. Просто, если получится, груза подниму, продольники получится подниму. Не потом. Пока заматываем метод. Продольников. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так. Это отпускаем. Там есть язь. Я сам его видел. Не знаю, получится, не получится вытащить. Вот он идет язь. Все запутано. Сейчас он, наверное, сойдет. Ладно, попробуем спасти. Вот так вот. Вот так. Язя мы спасли.
Все затянуло в кусты. Так. Бывает и такая рыбалка по большой воде. Так. С этим все понятно. Главное, чтобы сейчас крючок в руку не вошел. Все продольники, это 100% унязь, 100% проплыла какая-то коряга и все собрала. Вот она, все запутала, все собрала. Ну, ничего страшного, сейчас мы потихонечку разберемся. Самая главная ценность — это груз. Ну, основная леска еще так. Ценность тоже имеет. Сейчас попробуем достать. Леску пока не отпускаем. Вот так вот. Хороший груз. Груз спасен. Груз спасен. Остальное, наверное, придется рвать. Крепкая леска. Так. Груз спасен. Леску порвали. А часть продольника у меня еще в руках. От такой высины. Главное, запутано об тот груз. Короче, полностью перепутало все. Сейчас попробуем что-нибудь. Так, вижу второй груз. Опа! И второй груз спасен. Ух ты, да там еще и язь. Там еще и язечек. Ух ты, бля. Зацепился об мотор и ушел. И лобок. Ну ладно. Все, друзья, разбираемся в этом кроссворде, в этой головоломке. Это долго, муторно, но это надо делать. И там все запутано, и здесь все запутано. В общем, полный трындец. А вон еще один. А нет, все правильно. Вот это продольник. Это не продольник. Это полный трындец. Все в кустах. Но если бы не кусты, мои груза бы унесло корягой. Это по-любому проплыла коряга какая-то. Снесла все продольники, они зацепились об кусты. И таким макаром они остались здесь. Иначе бы унесло вместе с грузами. Так, ну чё? Ладно, снимать нечего, друзья. В общем, будем распутывать. Что удастся спасти, спасем. Что нет, так нет. Так, ну чё? Поймали еще один утопленный продольник. Бутылка уже еле-еле показывалась. Благо веревка длинная. Сейчас посмотрим. Может быть, даже что-то и попадется. Вот это колесо от конного плуга. Так. У нас там даже что
что-то даже... Опа, есть. Был, а не есть. Был язь, ушел. И все, больше никого. Ну ладно. Гуляй. Сегодня твой день, друг. Язишка, шалунишка. Так, ну что у нас? Сколько мы спасли продольник? Ладно, потом посчитаем, сколько нам удалось спасти с этого участка. Было 11 вроде бы. Еще бутылку вижу. И все, наверное. Ну и ладно. Наделаем новых с новыми крючками. Скажем так, что продольники надо менять. Крючки стареют, крючки ржавеют, леска выгорает и все такое. Так что все, что не делается, все к лучшему. Вот тяжелее будет груза найти на продольнике, вот это да. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Так, ну вот и крайняя бутылка. Там вот что-то еще виднеется, может быть, утонувшее. Ну, по-любому мы сюда приедем искать экшн-камеру GoPro с металлодетектором, с металлоискателем. И начнем вот оттуда, где вот у меня были продольники, вот так вот все пройдемся. Груза, если их не унесло корягой, даже если их засыпало, мы найдем. И это будет у нас
Так, ну что, настало время проверки наших сеточек. 3 сетки, 3 сороковки, метров по 15 длиной примерно. 2 сетки закинул, как бы сказать, типа озера. Здесь глубокая лощина, но вода сюда уже затекает. Посмотрим, что попалось. И одну кинул там в кустах в лощине. Смотрим. Опа! Поехали, Роман. Ты сегодня рулевой. Садимся спиной друг к другу. Так, потому что, на, Роман, весло. Пошла проверочка. Чем нас обрадует? О, язь. Янцкадан. О, сороковка работает. В озеро язь зашел. Не думал, не гадал он. Так, не, навряд ли она зря, наверное, так я сделал. Запутали ты сетку, все, ёшкин кот. Второй язь. Вот тебе и караси, блин. Ждал карасей, блин. Попали язи. Ну, что, тоже неплохо. Озеро это заморное, потому что весной, когда приходил сюда, видел дохлых щук. Получается, замирает. А видишь, весной по большой воде соединяется с рекой и заходит сюда язь. Так, это очень хорошо. Только скрутили. Да ой, блин, не брызгайся. Скрутили-то леску, ой, сетку скрутили всю. Корейка такая она и есть. Ну, так. Ну и чё? Как мне прикажете это распутывать все хозяйство? Так, у нас вот еще один язык. И еще один язык. Язь везде, и на реке, и на озере, блин. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, это уже начинает настораживать, что его уже, говорят, и на малых реках встречают, где его в жизни не было, кроме Хариуса ничего. Он уже там хозяйничает. Не к добру, наверное, это все. Так что хуже не будет, если мы этого язя поймаем. Это как уже волки, санитары леса, когда они много плодятся, они уже становятся вредителями. Так и язь, наверное, тоже уже вредитель. Он хищник, он очень много поедает молоди рыбы. Так, блин, запуталось все. Ладно, пока включаемся. Так, у нас еще один язина. Самое интересное, да, как вот они чувствуют, когда вода падает до того уровня, что надо выходить. Летом же здесь язя нету в озере. Оно не проточное озеро. Он успевает сматываться. Чувствует воду. А? Маленький ручеек, который мы перепрыгиваем. Ну, там в конце соединяется. Сейчас же все, луга затоплены все. Ну, вода прет. Там сейчас, хочешь сказать, не перепрыгнем больше? Ну, не знаю. Чуть-чуть натяжку, Ром. Давай, давай, по чуть-чуть. Не сильно, а так. Немножко, чтобы натяжка была. Еще чуть-чуть. Так, стоп, пока. Ёшкин кот. Так, еще язычек. Стоп. Опять скрутили. Язык-то хороший. На продольнике сегодня не поймали, так хоть здесь половим. Не зря вчера сетку кинули.
Вода прибыла. Я и зашел. Давай натяжечку. Натяжечку, Роман. Натяжечку. Там еще что-то есть. Язь. Язь. Рыба моей мечты. Еще там язь. Опа. Чуть бы не ушел. Ну не ушел. Вот еще язь. Тихо, 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 будь. Почему вот сиг не заходит сюда на луга, а? Все, пошел на натяжку. Ходил бы сиг с реки. Я понимаю, хариус нет. Хариус это... Хариус, ну... Так, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай, давай, натяжку. Ну и все, походу. Конец сетки. Конец сеточки. Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Натяжечку. Так, ну все, больше рыбы я не слышу. Разматываем конца. Что у нас тут? Вон, сколько язей. Дно закрыто. Неплохо для начала. Так, вот у нас вторая сеточка здесь. И вижу карася, вижу карася. Все-таки карась там попал один. На, держи, Роман. Все-таки один карасик нам влетел. Вот карасю пофиг, заморные озера, не заморные. Он не... Вот он, какой пятачок. Ну, я его возьму. Потому что он вкусный, как-то он в сороковку, не сороковочный влетел. Но все равно возьму я тебя. Потому что это жареный, очень вкусный. Травы тут влетело километр. Так, ладно. Что-то запуталось, дай бог с ним. Потом распутаем. О, я тебя вижу. Ты передом иди туда. Не-не-не, туда, туда. Сейчас всю траву соберем, блин. Ай, Ромка, Ромка. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Иди сюда, язёчек. Язёчек, мой дружочек. Иди сюда, язёчек. Ты, дружочек, мой язёк. Травы, конечно, здесь море. По идее, если заниматься сетями, надо... Стоп, 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 стоп. По осени надо выкашивать все это. Вон еще язёчек. Всю траву. Ой, еще там один язычек. Ай, бляха! Не брызгайся ты! Холодно же. Вода холодная. Вон брюхатый я, видать, с икрой. Такс. Попробуем обратку. Так, скрутили всю сетку. Вот что мне не нравятся эти корейки, блин. Никогда в жизни больше их не куплю. Это я покупал, давай натяжку, давным-давно уже. Эти сетки, они просто лежали в шкафу, уже прогнили все. Думаю, дай-ка разрежу на части, да попробую как-нибудь. Вот попробую.
Стоп, 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 стоп. Стоять, стоять. Стоять, бояться. Да ёшкин ты кот. Скользкий, как рыба. Некоторые ези шершавые, они не скользкие. А некоторые гладкие-гладкие. Скользкие-скользкие. А травы-то сколько, а? Так, ну в общем, в принципе все понятно, да? Выключу на всякий случай пока камеру, чтобы посмотреть, что попало у нас на третью сеть. Здесь что-то все запуталось. Как закончим проверку, покажу, сколько попалось всего. Проверили мы две сеточки наши. Почти пол ведра. Это почти ведро. Получается килограмм 7, наверное, попало как минимум. Может даже 8. И у нас еще есть одна сеточка там в низине. Сейчас мы ее посмотрим. И в принципе они поймали столько же, сколько обычно ловят наши продольники. Наши продольники сегодня поймали только 4 подвязков. Так что удочка в клеточку работает. Ловит. Ну, я скажу, если скажут выбирать продольник или удочку, я выберу продольник. На продольнике все равно интереснее. Тут да, продуктивнее, если рыба есть. Вон утки летят две. Далеко, далеко, далеко. Ну, на продольнике интереснее. И на лим уже сюда, на луга точно не заедет, наверное. Переверни весло. Так, вот у нас третья сетка. Здесь она от берега до вот того кустика. Сколько? Метров 15, наверное, не больше. Сейчас посмотрим здесь, что сюда. Попало, не попало. Дай их оттолкнусь. Очень много мусора падает. Вот это с деревьев ветром. Трава не скошена. Ну, что-то я так не достану. Ух, скручено, все скручено. Грязь-то точно попала. Так, что-то дергает. Что-то есть. Так, ну-ка давай немножко натяжку. И смотри, чтобы в пустыне там-то проще было. Там кустов не было. Ну и здесь есть. Язёчек, дружочек. Второй вижу. Везде этого язя море. Куда ни кинь, везде язь. Язь. Надо все грузами, конечно, чаще утяжелять. Тут два язя попадают и скручивают все. Вон, все скрутили. Ветер еще поднимается. Наверное, дождь принесет. Давно у нас дождя не было. Надо было с той стороны начать, наверное, проверку. Ветру. Там еще вижу язя. Пошли с той стороны начнем, удобнее будет. Распутывать-то точно удобнее. Так, стоп, дай я отцеплю его. Раз уже пошла такая пьянка. Тихо. Ветер поднялся. О, сетку все скрутила. Вон веревка, а не сетка. Говно сеть, блин. Вон еще. Окунь, ладно, его потом распутаем. Хороший окунь. Ой, бляха, не брызгайся. Холодно, бляха-муха. Язь. Вот окунь, язь. Второй язь. Третий язь. Сейчас по ветру пойдем. Четвертый язь. Пятый язь. Шестой язь. И седьмой язь. И 3 отцепил. 10 язей. На сеточку 15 метров. Стоп. И всю сеть скрутили. Так что вот 10 язей у нас есть. Все, теперь дело за малым. Отцепить и распутать. Если получится, конечно, распутать. А не распутаешь, никто в веревку не попадет. Ветер поднялся. С таким ветром вообще не айс. Так. Есть рыба. Не знаю, как рыба, но язь есть. А язь тоже рыба.
И неплохая рыба. Ребрышки, котлетки, все будет. Да и соленый, он и копченый. Со всех сторон он хорош. Так, вот здесь, наверное, попробуем распутать. Ладно, это будет долго. Выключаемся, друзья. Так, ну что, вот закончили мы нашу проверку. Распутать сетку не получилось, но пол сетки пусть еще пока половит. Половина просто веревка. Я ее потом соберу, да в костер выкину. Это не сетки, это говно. Ну вон наш улов. Вот такой вот один окушок. И ведро, можно сказать, смелое ведро язей, потому что это 20-ка, больше половины. Начал капать дождик. Сегодня вон небо хмурое. Роман доплывет до места, ну а я пойду пешочком, потому что в согнутом положении у резинки колени болят. Ведро свое мы поймали, не на продольнике, так на удочку, в клеточку. Теперь будем собираться и едем домой.